каждом сельском поселении Ингушетии будут установлены монументы в честь жителей республики, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов. Реализовать инициативу планируется к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Об этом глава Ингушетии заявил на встрече с региональными представителями общественной организации «Ветераны боевых действий России». В ходе беседы председатель регионального отделения общественной организации «Ветераны боевых действий России» Беслан Илиев рассказал о деятельности организации, которая начала свою работу с этого года. По его словам, деятельность организации направлена на объединение всех ветеранов боевых действий для наиболее эффективного обеспечения поддержки и взаимодействия с ветеранами и их семьями, реализации их законных прав и интересов. Юнусбек Евкуров предложил создать общественную комиссию, куда будет стекаться вся информация о жителях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, участниках локальных войн и вооруженных конфликтов, а также о чернобыльцах и афганцах. Руководитель субъекта также напомнил о другом проекте, который охватил уже 27 регионов страны. В завершении встречи Юнусбек Евкуров заверил, что ветеранам боевых действий будет оказана всесторонняя поддержка. Руководитель субъекта также дал поручение до 30 ноября подготовить обширный доклад о проделанной работе по вышеуказанным направлениям. Мы провели встречу с министром внутренних дел Кава Дмитрием Богдановичем, на котором впервые подняли вопрос жилищно-бытовой комиссии МВД по республике Ингушетии и очередников. И вот созданием нашей организации у нас было очень много заявок от этих ветеранов, чтобы в первую очередь была затронута именно вот эта проблема. И в эту проблему мы донесли до Дмитрия Богдановича, и он нам тогда обещал, что ЖБК приведет в первую очередь вот жилищную комиссию, вот в электронном виде переведет эту очередь. Вот у нас распределение путевок МВД, как оно проходит, сколько путевок приходит и как они распределяются. Вот этот вопрос мы тоже попытались упорядочить. В марте 2018 года состоялась в городе Малгобек с руководителем поискового движения в городе Малгобек, о котором мы говорили, по республике Ингушетия Заитовым Бесланом. На встрече мы обсудили вопрос содействия по работе отряда, в дальнейшем взаимодействии, работы, план организации проведения полевого лагеря отряда СКВ, который состоялся в республике Ингушетия в июне 2018 года в рамках программы «Вахта памяти-18». За период работы с января месяца с членами нашей организации и руководством нами было посещено более 40 семей военных пенсионеров для выявления нужд, совершенствования дальнейшей социальной помощи ветеранам боевых действий. От нашей организации были подарены электрические прогулочные коляски с запасом хода 20 километров, 8 штук. А также нами отправлены заявки на получение еще 16 штук, которые будут получены до 15 февраля 2019 года. Как ветераны боевых действий, также и другие инвалиды, которые нуждаются в протезированной конечности, могут обратиться в этот сервис и получить помощь, не выходя из дома. И у них есть даже сервис, который они будут приезжать на дом и снимать мерки и привозить, и ремонтировать потом эти протезы. В республике работает много различных организаций. Одним из таких ключевых направлений, как мы раньше говорили, это организация так называемых боевых братьев. Но помимо этого, мы все-таки хотим, чтобы этот кругозор расширить, чтобы те люди, которые не только на войне, но и в критических ситуациях оказались, тоже мы берем и чернобыльцев, и другие организации, тесно между собой общаться, дружить и решать общие задачи. Есть разные проекты, которые проходят по линии Союза ветеранов Афганистана. Там можно поучаствовать, и вы уже не раз уже оказывали помощь, поддержку, начиная от таких, как мы говорим, импортных или иномарок, колясок, что очень полезно и удобно для многих, заканчивать другими подарками, вниманием. Самое главное тут внимание. И есть помощь по линии Союза чернобыльцев. У нас хорошо работает поисковый отряд «Память» Малгобекский. Тоже надо в этом направлении работать и максимально сделать так, чтобы поднимать историю нашего народа. Но самое главное, то, что мы начали за последние годы, вот это продолжить, чтобы вы сейчас сняли нагрузку с главы республики, сами ее возглавили бы. Это по всем местам боевой славы,
к 75-летию Победы Великой Отечественной завершить то, что мы начали. Сейчас где-то порядка 27 регионов, где мы установили обелиски, установили определенные памятники, надписи, фамилии Налгаштол Томат Бенчан. Это получается и Мамаев курган в Волгограде, это Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, это Брестская крепость, это Прохоровка, это Курская дуга. То есть только на 27 регионов, где мы это все сделали. Это все надо возглавить, посмотреть, где еще нужно сделать. И это направление повести вам уже как боевым братьям. И вторая тема, которую мы начали с общественным проектом, с управлением внутренней политики и главой муниципальных образований, это в каждом селе ставим памятник к 75-летию Победы. Там уже конкурс объявлен, главы муниципальных образований, советских поселений к этому приступили. Надо только ежемесячно, чтобы вы контролировали, совещания проводили. Вайдай бухаш, война бухаш, вежили бухаш. Тех, кто вернулся с фронта, список. Тех, кто не вернулся с фронта, список. И плюс там в конце в локальных войнах, вооруженных конфликтах погибли уже там современный список. То есть в этом памятнике показано, да, Баргже. Сюртер Барбакаш. Он тех, что университет памятник вот той памятник. Муча завод той. Сюртер нам видишь, что мы погарыш, что мы бейнерыш, Налгаштол Бенчан. Собяк кажешь, а даже сюртер нам будешь. Тогда ни у кого не вызывает какое-то там сомнение. Во-первых, вы подрастающее поколение хов, и том Бельков, и том Атхаников. А когда мы еще показываем героев Советского Союза, когда показываем там других, там, русско-турецкую, русско-японскую, уже другое мировоззрение у молодежи. А когда арбиалры диш бахачиш, Ростовы болхи, Москвы болхи, Муча болхи, шей соратники стали спорить, вот возможность лица. Первый герой России Тховыгала, последний зашень Брестской крепости Тховыгала. Это наш. Больше всех полных Георгиев кавалеров. То есть, алхамдулилlah, наглядная агитация, да, у нас всегда лучше действует, чем незримая агитация. В этом Цивулаха ваша возглавить здесь протокол внести. Давайте какую-то комиссию общественного контроля сделаем. Буквально там со следующей недели, если вы начали бы помогать в этом вопросе, уже туда же, в этот список, о котором мы говорим, там, Юртер, можно было бы включить Чернобыль, Бейнердж, Афганию, ну, то есть все туда включить в список. Общих у нас памятников.